всегда стараюсь с большим уважением, конечно, относиться ко всем солистам, но с детьми, по моим представлениям, самое главное, чтобы они чувствовали в любых обстоятельствах, что они могут играть, потому что, конечно, я понимаю сам, как человек, который прошел через музыкальную школу, например, иногда руки опускаются, например, что-то у тебя не получается, и ребенок расстраивается. И тем не менее, педагог, конечно, должен указывать на недостатки, иначе невозможен рост. Наша основная задача, чтобы ребята раскрылись и уже почувствовали себя настоящими артистами, некуда отступать. Я очень ждала этот день, я волновалась, и когда настал тот день выйти и сыграть, просто я получила неимоверные эмоции. И спасибо большое, что дали такой шанс сыграть с таким профессиональным симфоническим оркестром. Уже когда вышла София в финал, в третий тур, и попросили именно Газиза Альмухаметова произведение. Но так как мало переложений для инструментов, для трубы в частности у Газиза Салиховича Альмухаметова, и просто у меня появилась такая возможность найти ноты переложений, которую делал в свое время легендарный трубач оперного театра Хисматулла Еникеев. И благодаря этому конкурсу мы вот выходим на большую сцену с симфоническим оркестром и будем играть в третьем туре это произведение. Мне очень приятно, что ребятки с разных городов, районов нашей республики прошли тот отборочный тур, который проходил, и мы все очень переживали за ребяток, но они сумели. Мы, мне кажется, отобрали ярких ребят, которые сейчас должны собраться с силами, вот они сегодня репетировали, и донести наилучший результат к своему финалу. Я воодушевилась работой с Национальным симфоническим оркестром. В особенности мне понравился дирижер Дмитрий Сергеевич. Он мне запал в сердце, и после этого я точно поняла, что занимаюсь любимым делом – музыкой. Как мама, я чувствую гордость за своего ребенка, но больше всего, конечно же, я рада, что наши детки получают такой шанс все-таки почувствовать себя солистами, артистами. Дага. Дрожи. Один тактик до аллегро до этого. Мне очень понравилось, я в первый раз с оркестром репетирую что-то. Ну, конечно, непривычное очень, но как-то будем заниматься. Мы ждем победу, чтобы мы все хорошо сыграли. Мы стремимся к этому. Ну, наверное, почти то же самое. Я очень хочу победить, сыграть лучше.
тоже кому-то дольше, кому-то естественно как-то получилось вот с флейтой. Она увидела и все, с рук не отпускала. Молодец. Для нас это очень большой опыт, ответственный момент. И для девочек, конечно, будет хорошим, ярким воспоминанием таким детства. Но я жду победы, я жду хороших успехов в себе. Но мне, естественно, я буду очень рада, если я побежду. Как сказать? Мои эмоции, конечно, были же красочные и очень волнительно было. Я ожидала, что будет что-то такое яркое и такое невообразимое. Мои ожидания, конечно же, оправдались и даже больше и ярче, чем я ожидала. Переживаешь за каждого, конечно. Я вот, если честно, очень сильно волнуюсь, когда я вижу, что как волнуются дети, то у меня не может как бы... Даже сейчас говорю, и как-то вот я вспоминаю себя, вот и, ну, здесь эмоции не поддельны на самом деле. На самом деле, когда выходишь играть, это довольно волнительно, но когда выигрываешься, это очень классно, приятно. Когда чувствуешь, что ты играешь, и не одна играешь, и с тобой играет такое большое количество людей различных инструментов. Хочу сыграть с оркестром достойно, чтобы не облажаться, как мы все это любим делать. Ну уж, Маша. Большое спасибо жюри. На первом туре, когда мы играли, были очень ценные советы. Вот Ильшата Муслимова и Артура Назиуллина. Вот такие советы со стороны, они очень нам помогают.
как бы занимаюсь с самого детства, так как мама моя тоже занималась и закончила школу музыкальную у моего преподавателя Зосина Гиловна. Это моя музыкальная внучка. Почему мы стали участвовать в этом конкурсе? Именно потому, что было написано, что в требовании, что в финале будет возможность сыграть с оркестром. И это для детей из обычных городских музыкальных школ впервые. Это практика, которой никогда не было раньше. Поэтому, когда я предложила Евелине, я говорю, хочешь поиграть с оркестром? Потому что мне самой не удалось за свою жизнь такого счастья, так сказать, получить. Понимаете, это опыт колоссальный просто. Ошо конкурста бит 40 тирәһе баланы тыңланык. Һәр бер сыгыш безгә бик охшаны, чөнки һәр бала ошо сәхнәгә сыгып, бик матур сәхнәгә сыгып, күҙҙәрен ялтыратып, музыканы йәнләндерә белде. Уныһы безнеңсә иң мөһиме. Һәм әлбиттә мына финалисттар, конкурстагы финалисттар оркестр менән уйнауы ул бик зур бәхет. Я играю в первый раз. Ощущение передать сложно. Радость такая, с небольшим волнением. Усердно занимаемся с педагогом почти что каждый день. И подготовка идет хорошо. Данный проект мне дал большой опыт, дальнейшее продвижение по музыкальной карьере. Биндрий Сергеевич меня похвалил и сказал, что будет у меня очень большое будущее, что я очень хороший музыкант и молодец. Во-первых, это большое счастье поучаствовать вместе со всеми финалистами, очень сильные соперники. И, конечно, ждем победы на финале. Я первый раз играла с оркестром. К сегодняшней репетиции готовилась с концертмейстером на фортепиано, который играл. И сама. Это само по себе очень красивое произведение, очень поэтичное, очень красиво звучит. И как будто именно для Курая оно было написано. Бик яуаплы эш битендә һәм дә бу финалга сыгу һәркемне бәхет
һәр кемне бәхет булып тәтемене бик яуаплылык эш битендә әдерәк кенә тулкынлану булды инде. Бага әзерләндек, кабандык әзерләндек. Было очень необычно, и я рад, что Дмитрий Сергеевич меня похвалил, и было очень хорошо. Я очень люблю играть на курае, я почти живу этим. Хочу выразить огромную благодарность своим родителям и учителям, которые мне в этом помогали. Передаю вам большой привет всем. Финал ул нүктә. Шуның өчен без оркестр менән улар чыгыш яһай. Финал Алла бирһә бик матур буласак һәм алдагы киләсәктә шундай проекттар күбрәк булсын дип өметләнәм. Я чувствую такое легкое волнение, страх, дрожь. И тоже в самое время мне было очень интересно и весело. Я хотела бы оказаться на его месте и проиграть эту партию. Я с таким удовольствием наблюдала, как мой ученик пытается думать, пытается вникнуть в эту партию. У них у всех большие перспективы, и большое будущее их зависит только от того, насколько они захотят себя всего отдать профессии этой, заниматься и творчески развиваться, и душевно, нравственно.